31 марта президент Республики Казахстан выступил с обращением народу. Глава государства рассказал о тех мерах поддержки населения, медицинских работников и предпринимателей, которые будет реализовывать государство. Так, например, с 1 апреля отменяются обязательные платежи и налоги Фонда оплаты труда для малого и среднего бизнеса. В обращении главы государства было сказано о проведенном анализе предложений, поступивших за последнее время от представителей бизнеса. На сегодняшний день в связи со сложившейся ситуацией в стране предприниматели нуждаются в дополнительной поддержке в части снижения или отсрочки по налогам. Было предложено для субъектов микро, малого и среднего бизнеса новые меры поддержки. До 1 октября 2020 года планируется освободить их от налогов с фонда оплаты труда. То есть, если на данный период, в момент проведения чрезвычайного положения, если у работодателя будут работники получать заработную плату, то с этого фонда оплаты труда налоги и платежи не будут исчисляться вплоть до 1 октября 2020 года. Более подробную информацию о новых мерах поддержки субъектов микро и малого бизнеса вы можете получить на сайте Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области, а также обратиться по номеру телефона 24 19 32, колл-центр. Сейчас в области введен карантинный режим. Прекратили свою деятельность крупные торгово-развлекательные центры, торговые дома, непродовольственные магазины, салоны красоты и многие другие объекты предпринимательства. Поэтому для субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших от кризисной ситуации, отменяются не только начисление и уплата налогов, но и другие платежи. Также было высказано предложение, которое сейчас прорабатывается, это уже даже поручение, именно освободить от всех налогов с фонда оплаты труда наиболее пострадавших от кризиса предпринимателей. То есть это те работники, которые в настоящее время не работают, да, это либо на сокращенный какой-то период ушли, теперь получается до 6 октября у них не будут взиматься налоги с заработной платы, с фонда оплаты труда. Это большая поддержка именно как раз-таки для людей, которые для работников именно. Это большая поддержка. Механизм сейчас точно разработается, буквально поручение было вчера. И дополнительно, после того, как механизм уже будет полностью разработан, мы дополнительно сообщим. Также в обращении главы государства было сказано, что бизнес, в свою очередь, должен взять на себя встречные обязательства по обеспечению объема производства, сохранению цен, поддержанию занятости и другое. Альбина Кумаргалиева, Айбек Сагингалиев, Алтынбек Абделов, телеканал Акжаик.